Он выступал по НТВ, когда приезжали корреспонденты, и сказал: у меня лично, говорит, мое мнение, и у меня, говорит, один президент, и президент для меня только Владимир Владимирович, и президент Путин, для меня одна конституция, и для меня, говорит, один государственный язык. И больше я учить не буду. На татарский он не ходит принципиально. Я не могу повлиять на его мнение. То есть у ребенка есть, ребенку 15 лет будет 17 ноября. И до сих пор нам ребенку, из-за того, что я стою с властями вообще Татарстана в противостоянии, ему даже паспорт не дают. У нас государственный язык русский, и никто не должен принуждать. Почему мы, русскоязычные, должны учить? У меня муж татарин. И первый, и второй. Вот. И первый муж был, мы ходили с ним в Министерство образования, старшему сыну, у меня 28 лет. В 1997 году он пошел в 1 класс. Я с тех пор жалуюсь уже, что, зная, что в Москве столько количества часов, почему у нас все ссылают сюда, раньше ссылались на нормы, значит, республики, но теперь у нас, к сожалению, или к улучшению договора о разграничении полномочий нет. И то, что пишут везде суверенитет, суверенитет, все, кончился суверенитет. Поэтому действующую Конституцию Татарстана нужно приводить в соответствие с Конституцией России. Там много несоответствий есть. И в последующем я тоже хочу подавать в Конституционный суд России. В интернете распространяется скриншот, где вы говорите якобы, что татары чаплашня. Это правда или нет? Это мой ребенок, во-первых, выложил. Вот, это во-первых. Я уже извинилась, меня не было с 5 вечера до 22, где-то в 22:15 я пришла. Я была в магазине, не из чеки, то есть я гуляла с собакой, я в магазин ходила не одна, я ходила с соседкой в магазин. И, соответственно, ребенок начали говорить: мама, на тебя нападать. И, соответственно, планшет был дома, то есть у меня планшет. И он, значит, там код Z буква. И, соответственно, ребенок залез в планшет и начал писать. То есть меня обзывали и подстилка, и по-всякому. В общем, урус моржа. На 1 750 000. Каждый год по 500 часов не выдавали. Если мне сейчас вот ребенок в вуз будет поступать, например, московский, то есть просто-напросто незнание языка и знания, сами понимаете, правила учим, пишет все равно плохо, хотя у него 4 по русскому языку твердая, да, но хотелось бы больше, хотелось бы, чтобы 5 была, потому что ребенок очень грамотный у меня. 1 000 000 – это моральный ущерб, а это материальный ущерб. Сколько? 1 750 000. Да, то есть расчет на 7 лет. То есть 7 лет не преподавался, по 500 часов ежегодно не додавались часы. На вопрос экспертизы поставить вопрос, имеется ли разница и в каких объемах, и о соответствии часов по русскому языку и литературе в Татарстане и в Российской Федерации. Экспертизу обязуюсь оплатить. Экспертизу прошу поручить экспертной организации из города Москвы, так как в Татарстане сильная коррупция, и я не доверяю местным организациям. Суд определил удовлетворение ходатайства о привлечении в качестве экспертного специалиста представителя Рособорнадзора Российской Федерации отказать. Удовлетворение ходатайства о назначении экспертизы также отказать.